Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рассматривать игру «Быки и коровы», а также ее реализацию на языке программирования JavaScript. У нас есть план видео, где мы будем идти пошагово и делать это постепенно. Первое у нас как играть, то есть мы научимся, как играть в эту игру, вообще, что за игра такая, это быки и коровы. В общем, мы поймем суть этой игры. Второе — это нюансы игры. То есть есть определенные нюансы, без которых невозможно играть эту игру. Третьим рассмотрим алгоритмический вид этой игры, то есть блок-схема. А четвертым попишем, конечно же, код этой игры. В пятом этапе мы будем тестировать написанный нами код. А в шестом просто поиграем. Окей, поехали. Первый. Игра называется «Быки и коровы», на английском «Bulls and Cows». Суть игры состоит в том, что кто-то, в нашем случае это компьютер, кто-то загадывает число, и мы должны будем его угадать. То есть как мы его угадываем? Нам даются подсказки специальные, такие как Bulls и Cows. Что такое Bulls и Cows? Bulls — это быки, а Cows — это корова. В нашем случае компьютер загадал это число 2, 3, 4, 5. А мы ввели вот это 3, 2, 47. Здесь у нас один бык и две коровы. Бык у нас здесь в данном случае является цифра 4, потому что мы угадали, что есть такая цифра 4, и правильно угадали его местоположение. То есть стоит оно в третьем разряде. Вот. Есть здесь у нас еще и две коровы. А две коровы в данном случае у нас здесь 2 и 3. 2 и 3 мы угадали, но они стоят не на своем месте. Вот так вот. Во втором случае тоже так же. У нас есть здесь две быки и одна корова. В нашем случае две быки — это цифры 4 и 5. Мы их угадали, и они стоят на своем месте. Одна корова, как вы уже угадали, это цифра 2. Мы его угадали, но не в своем месте. Так, поехали дальше. Вторая часть — это нюанс игры. В данном случае мы будем играть только с числами. В принципе, можно играть буквами, но сегодня мы будем играть только числами. Второй нюанс — это обязательно должно быть четырехзначное число, а то сложность будет очень высокая, и мы можем проиграть. Третий нюанс — это обязательно без повторов. То мы не можем угадать загаданное число, и просто суть игры пропадет. Дальше у нас алгоритм этой игры. В первом случае это начало. Конечно, мы начинаем программу. Далее мы вводим какое-нибудь число наше. Далее оно попадает в цикл, у которого есть условие attempt меньше или равно 8. Attempt — это попытка, то есть мы должны угадать меньше, чем за 8 попыток. Если попытка меньше 8, то она идет дальше, true, и попадает в блок с условием. С условием того, что введенный нами элемент будет числом. Оно тоже попадает в следующее условие, которое должна быть четырехзначная. И так продолжается. Здесь должно быть без повторов. Тоже одна из важных условий. А если false, просто возвращается к циклу, которого мы опять-таки итерируем. После того, как введенное нами число проходит все эти проверки, попадает в этот вот блок. То есть, если наше введенное число равняется загаданному числу, то мы автоматически выигрываем true и попадаем в этот блок в конец. А если нет,
просто нам даются подсказки, то есть сколько у нас быков и сколько у нас коров. Также счетчик нашей попытки увеличивается на 1, то есть мы потеряли одну попытку. Опять же возвращается на цикл while. Вот так. Далее сейчас мы попишем с вами код. Для этого я заранее создал файл index.html, а также установил туда скрипты, то есть подключил их. Вот. В первую очередь мы напишем с вами функцию, которая будет содержать всю эту программу. Здесь мы должны будем рандомное число поставить, но в первый раз мы просто будем делать ручной ввод. Например, 2, 3, 4, 5. Далее я создаю переменную letMessage и присвою к нему строку enter the number. То есть давайте enter your number. Далее, а также мы создаем переменную для нашего счетчика и присваиваем его значение 0. Дальше мы будем писать наш цикл. Для этого мы используем цикл while. While attempt меньше или равно, ну давайте за 5 попыток попробуем. Составим переменную. Переменную guess, например. Это то, что мы будем вводить через окно prompt. И у нас будут здесь спрашивать вот это вот сообщение enter your number, то есть вот это вот message. Далее мы делаем проверку на тот случай, если мы хотим просто выйти из игры. If yes it's alert. Okay, must finish it. И мы досрочно выходим из цикла с помощью break. Окей, обновляем. Null. Здесь значение cancel является null. Если у нас значение null, то мы просто выводим game was finished. Сейчас сохраняем и проверяем. Тут тоже сохраняем. Открыть браузер. Эта вкладка нам не нужна. И обновляем. Кстати, мы тут функцию еще не вызвали. И вызываем эту функцию.
в самом начале. Start Game. Сохраняем и обновляем. Вот, если я нажму отмена, то в переменную guess попадает значение null. И автоматически нам выводит сообщение вот такое. Game was finished. Хорошо, все правильно работает. И идем дальше. Далее мы проверяем на тот случай, если мы уже угадали загаданное число. If guess равняется secret num, alert, и нас поздравляет. Congratulations, you won. И, конечно же, тут тоже мы выходим досрочно из цикла с помощью break. Опять-таки проверяем. Загаданное число здесь у нас 2, 3, 4, 5. Сохраняем. Обновляем. Я пишу 2, 3, 4, 5. Congratulations, you won. Все отлично работает. Теперь пишем программу, где мы будем находить, сколько у нас коров и сколько у нас быков. Для этого я вот здесь вот здесь, то есть, создаю две переменные let bulls и присваиваю на значение 0 let cows, тоже присваиваю значение 0. И далее мы должны будем перебрать все, что мы написали вот это окне prompt. Делается это с помощью цикла for. I++. Здесь я создаю переменную индекс. И присваиваю значение secret num точка index of. Yes, I. Далее я напишу проверку на случай, у нас есть бык, индекс равняется I, то bulls увеличиваем, else if индекс больше минус единицы, увеличиваем с
значение cos. А также мы тут увеличиваем нашу попытку attempt плюс-плюс. И выводим все это на окно prompt. Message. Будем использовать обратные кавычки. Yes. False. 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 И наша попытка. Attempt. И, конечно же, каждый раз выводим это с новой строки в окне prompt. Message. Итак, проверяем, как оно работает. Сохраняем. Обновляем. Число у нас было 2, 3, 4, 5. Я сейчас напишу 2, 3, 6, 7, например. И вот. У нас 2 быки и 0 коров. 2 быки, в нашем случае это 2 и 3, потому что они стоят на своем месте, и мы их угадали. И, конечно же, 0 коров. Окей, все хорошо работает. И идем дальше. Дальше мы сделаем проверку на поражение. То есть, когда наши попытки закончились, и мы больше не можем играть. Так. Для этого я внутри цикла if attempt ну давай равняется, сколько у нас попыток? 5, да? 5 и guess у нас не равняется на секретном. То мы выводим на экран alert you lose. Game over. Secret number was. И тут пишем наш secret number. И, конечно же, возвращаем false. Так, сохраняем и проверяем, как она работает. Обновляем. Я пишу 2, 3, 7. Я пишу просто 2, 3, 3, 3. 2, 3, 3, 3. Еще раз. Еще раз.
Вот наши 5 попытки. Все мы воспользовались, и мы не нашли загаданное число. You lose, game over, secret number was 2, 3, 4, 5. Отлично, все хорошо работает. Теперь мы напишем код, который будем проверять, если введенное нами число является числом. Это обязательная проверка. Для этого я сначала напишу функцию внизу. Здесь вот function is valid. То есть мы проверяем введенное нами число на валидность. Здесь guess. И создаем переменную pattern. А здесь мы будем воспользоваться шаблоном. Как это пишется, сейчас я объясню. Так. Так, то есть, да. Так, у нас здесь 4, да? Да, четырехзначное, потому что и доллар. То есть, вот так. Вот это наш шаблон. Мы создали переменную pattern. Это синтаксис описания шаблона. Что такое D? D это от английского digit, то есть цифра. Здесь мы проверяем на тот случай, что все должно быть цифрой, и мы ввели четырехзначное число, и все эти 4 цифры, 4 элемента должны быть цифры. Так, следующая проверка. Мы возвращаем значение false, если мы не ввели цифры. То есть ввели какой-нибудь символ или что там еще. If не равняется pattern. Сейчас вот. Здесь мы будем использовать метод тест. Метод тест на guess. Этот тест проверяет, есть ли какие-нибудь сходства и возвращает значение true или false. В данном случае, если у нас нет, то мы возвращаем false. Окей, проверяем. То есть, кстати, мы еще не вызвали эту функцию. И мы вызываем эту функцию после первого if блока. Где-то вот здесь, да. If is valid. Значение guess. То alert. Please.
enter 4-digit number. Please enter 4-digit number with unique digits. Пожалуйста, введите четырехзначное число без повторений. Суть вот такой. И просто пропускаем этот шаг, используя continue. А также увеличиваем значение attempt. Хорошо. Проверяем. Сохраняем. Обновляем. Секретный код был 2345. Я сейчас введу 2345. Вот, я угадал. Please enter 4-digit number. 2, 2, 3, 4. Вот. Please enter 4-digit number. Потому что мы ввели здесь число с повторением. Если введем какой-нибудь символ, вот такой, например, то нам дадут это сообщение. Please enter 4-digit number with unique digits. Окей. Так. Теперь делаем еще одну проверку. Return new. Так, это у нас проверка на то, что символ, то есть элемент, который мы ввели, не должен превышать 4 символов. Так, сохраняем и опять проверяем. Если я введу 2, 3, 4, 6, у меня ничего не выведет. Если я введу 2, 2, 3, 4, то please enter 4-digit number. А если я выведу какой-нибудь символ, причем больше, чем 4 символов, то опять-таки мне выведет это сообщение. Все хорошо работает. Окей. Теперь почти уже все проверки мы сделали. Теперь нам остается только рандомить наше вот загаданное число. То есть вот это. То есть мы не будем каждый раз делать вручную вот. Для этого мы сейчас напишем функцию. Здесь вот. Function get
И здесь создадим переменную secret num. Здесь мы создадим строку, которая состоит из всех цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И эту строку мы будем разбивать на массивы. Для этого мы используем метод split. Если параметре split передать пустую строку, то оно разделит нашу строку на отдельные массивы. То есть каждый символ этой строки становится элементом массива. Вот так. Вот так вот. И при этом мы, конечно же, отсортируем его в случайном порядке. Для этого мы внутри метода sort напишем функцию стрелочную, причем, которая возвращает mass random минус 5. Все, мы написали функцию, которая будет отсортировать в хаотичном порядке, то есть рандомно. А теперь этот отсортированный массив мы будем брать только первые 4 элемента. Для этого мы используем метод slice. От 0 до 4 не включая. Так, у нас есть рандомно отсортированный массив, и у нас есть первые 4 элемента от него. Остается нам только обратно возвратить его в строку. Для этого мы используем метод join. И в качестве параметра передаем пустую строку. Далее мы просто вводим на консоль наш секретный номер и его возвращаем. Так, а тут в самом начале мы вызываем эту функцию getRandomNumber. Вот. Убираем вот это и вызываем эту функцию. Все, сохраняем и переходим в браузер. Если я здесь нажму F12, то у меня появится консоль. Вот. Я введу, например, 2, 3, 4, 5. Уже она не работает. Вот. Attempt two balls. No, cows. Видите? Нам уже рандомно отсортировали его. Давайте сейчас попробуем проиграть. Вот так. Так мы не проиграем. Еще раз введу. Еще раз. Упс. Вот. You lose game over. Secret number was 9145. Вот мы протестировали. Вот консоль выводит. И теперь нам остается
есть только поиграть. Обновляем. О, у нас здесь сразу появляется. Окей, мы не будем смотреть на это. И опять-таки обновляем. Сейчас мы просто поиграем. Я ввожу 1, 2, 3, 4. 1 кау у меня вышел. Окей. Я думаю, что это 1. И 5, 6, 7. У меня теперь 2 кау. Ну, 1 у нас есть точно. Я думаю, что это 6. Давайте попробуем 1. То есть 1 там был, да? То есть мы попробуем его на другом месте. 6, 1, 8, 9. Теперь у меня 0, каус, 1 булс. То есть 1 стоит на своем месте. Хорошо. Значит, у нас есть нету 6, 8 и 9. Есть только 1. А здесь было у нас 2 кау. Либо 5, либо 7. Попробуем 5. 5, 1. Ну, еще оставшиеся числа, цифры это 0. И давайте 7 тоже попробуем. Или давайте, хотя нет, 3. О, теперь у меня 1 булс и 2 каус. Думаю, что это 0. Просто поменяем местами 0 и 5. Тогда будет 0, 1, 5 и 3. И lose game over. О, нет, я проиграл. 63:05. Хорошо, поиграли. Так, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. До свидания.